Все внимание в эти дни приковано к Санкт-Петербургу. Там сегодня стартовал Международный экономический форум. Это ведущая мировая площадка для деловых кругов. Приехали представители почти из 70 стран. Событие долгожданное. В прошлом году из-за пандемии форум отменили. Но и в этот раз тема коронавируса не осталась в стороне. После большого перерыва Питерский форум стал первым масштабным деловым событием в мире. Поэтому и главный его девиз «Снова вместе». Пандемия изменила абсолютно все сферы. Обсуждать экономику новой реальности будут тысячи участников из разных стран. Вход в экспофорум только в маске с отрицательным тестом на коронавирус. Из зала в зал практически без перерыва специальные импульсные установки стерилизуют помещение. А дистанционная термометрия и система распознавания лиц будут отслеживать участников с повышенной температурой. Наш Евгений Стокос все эти преграды прошел, весь день работал на форуме и сейчас готов выйти на прямую связь со студией. Евгений, вам слово. Спасибо, Евгения. Да, мы можем подвести некоторые итоги работы первого дня Международного экономического форума и нашей на нем делегации. Буквально час назад глава республики Владимир Рубио подписал соглашение с компанией «Лузалес». Об этом мы расскажем подробнее в грядущих выпусках. Ну а ранее соглашение о сотрудничестве подписали Гарантийный фонд Республики Коми и Фонд развития промышленности. Оно позволит облегчить доступ к льготному финансированию для наших малых и средних предприятий. Подписи под документом поставили директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и генеральный директор РГО Коми Максим Рочев в присутствии первого заместителя председателя правительства Коми Игоря Булатова. По условиям соглашения Гарантийный фонд Коми готов предоставить поручительство на половину суммы займа Фонда развития промышленности предприятиям, которые претендуют на льготное финансирование фонда. Как отметил Игорь Булатов, цитата, «подписанное соглашение позволит реализовывать проекты для создания новых предприятий, модернизации производства, внедрения новых технологий и продукции в республике путем предоставления гарантийным фондом на условиях субсидиарной ответственности региональной гарантийной организации поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства при получении финансирования Фонда развития промышленности». Конец цитаты. Таким образом, для наших компаний появится больше способов получить льготное финансирование. Вот такой итог первого дня работы Международного экономического форума. И завтра наша съемочная группа тоже продолжит работу на форуме, и мы будем сообщать самую свежую информацию, как только она будет появляться. Евгения, слово вам. Спасибо, Евгений. Напомним, на прямой связи со студией был Евгений Стокос. Ну а мы продолжаем выпуск.